что о тебе мы знаем, что ты былинный край и край легенд. И это все, а если мы желаем узнать, чем ты дышала за 100 лет, это все, а если мы... В это время сильная партия чеченцев под предводительством известного Наиба Гихи стояла в Бачи-юрте, еще не зная, куда направятся наши удары. Теперь же, при первых выстрелах, раздавшихся в Гордоле, вся масса их хлынула в Качкалыковский лес и отрезала нам путь отступления. Уже рассвело совершенно, когда войска, докончив истребление аула, начали отступать. Они отходили буквально окруженные наездниками, как пчелами, у которых, по выражению одного кавказца, разорили улей. Но это было ничто в сравнении с тем, что ожидало нас впереди, когда показался густой, непроходимый лес, заросший исполинскими деревьями в несколько обхватов толщиною. Здесь каждое дерево, каждый камень и куст грозили смертью. Подходя к этому страшному лесу, цепь остановилась и сблизилась с резервами. Потом в авангард вступили орудия и несколькими картечными залпами очистили опушку. Чеченцы скрылись, но только что войска вступили в лес, как разом затрещал батальный огонь, и пули градом посыпались на нас из гущи лиственного свода, с вершин деревьев, из-за кустов орешника, отовсюду, где только можно было укрыться человеку. Наступила минута, когда отряд, окруженный со всех сторон, должен был идти напролом, чтобы спасти свои жизни. Орудия, выехавшие в цепь, стреляли по всем направлениям. Картечь валила целой вереницей чеченцев, но на места одних поднимались другие, и бесконечное гиканье бросающихся в шашки бесстрашных чеченцев не умолкало ни на одну минуту. Были минуты, когда ружейный огонь с обоих сторон прекращался на четверть часа, и в эти четверть часа слышались только ожесточенные крики людей. С нашей стороны работали штыки и приклады, а со стороны чеченцев кинжалы и шашки. В этом бою, продолжавшемся более 6 часов, нам пришлось уступить. Все раненые были вынесены, но до 20 убитых остались в руках неприятеля. На другой день тела их были привезены самими чеченцами и выменяны на находившихся у нас в плену детей и женщин. Бой при отступлении от Гордолей, пишет князь Борятинский в своем донесении, был один из самых ужасных, какие редко бывали на Кавказе. Василий Александрович Потта, генерал-лейтенант русской армии, участник Кавказской войны, военный историк. Из записок «Военный сборник», номер 5, 1871 год.